А вот, кстати, такой жизненный вопрос. Мгм. Есть мамы, которые работающие мамы, у Мгм. них не всегда есть много времени на приготовление пищи, и вот Мгм. многие прибегают к пакетированным сокам, пюрешки в баночках, там вот эти вот Мгм. какие-то кашки, которые экспресс разводят. Вот что вот вы скажете о А, пользе или о не пользе таких продуктов? Есть, значит, по поводу каш надо смотреть состав. Мгм. Если там есть сахар, то я бы не стала это Мгм. давать ребенку, потому что у него и так много слизи. Мгм. И сахар, как продукт, он по свойствам холодный и тяжелый. И он будет просто увеличивать слизь, которой и так достаточно много. Конечно же, дети любят сладкий вкус, это всем известно. И в небольших количествах он может присутствовать в Мгм. пище, и в принципе должен, потому что ребенку надо знать все 6 вкусов, которые есть в природе, да, Мгм. Мгм. чтобы как-то уметь их различать как минимум, да, вот, и не впадать в зависимость от какого-то Мгм. одного вкуса, Да-да-да. потому что если долго ограничиваешь какой-то один вкус, а потом он вдруг у тебя появляется, то может там излишняя какая-то привязанность к нему Мгм. возникнуть. Вот. В этом смысле немного сладкого вкуса это хорошо. Мгм. Но дело в том, что сладкий вкус, он самый сильный из 6 вкусов. Всего 6 вкусов, они таковы. Сладкий, кислый, соленый, горький, жгучий и вяжущий. И они распределяются в этой последовательности из-за своей силы. То Мгм. есть сладкий самый сильный вкус, а вяжущий самый слабый вкус. И сладкого вкуса много в разных продуктах. То есть он есть и в зерновых, и в мясе. Просто мы привыкли вот к этому очень интенсивному сладкому Да, вкусу да, да. сахара. Усиленному уже Да, такому. да, такому рафинированному. Да. И поэтому вот он нами воспринимается как сладкий. А если какое-то время побыть без сахара, то начинаешь чувствовать сладкий вкус вот в очень разных продуктах. И сладкого вкуса в пище у ребенка не должно быть слишком много, однозначно. И если речь идет о белом рафинированном сахаре, который используют в кашах Мгм. достаточно часто, я не знаю, во всех ли, Мгм. но я так понимаю, что его используют, то вот такие каши я бы не стала давать. Это что касается каш. Что касается консервированных пюре Мгм. и соков. Есть такое общее правило, оно касается любых консервов, то, что консервирование относится к старой пище. Мгм. И оно утяжеляет, вот сам процесс консервирования делает продукты более тяжелыми. Это не очень полезно для детей, у которых и так не очень сильный пищеварительный огонь. В этом смысле, если есть возможность не давать консервированное, Сделать самому. а сделать самому, Мгм. то лучше, конечно же, сделать самому. А если нет, Вот. то Там уже надо смотреть. просто, скажем так, что реклама, журналы приучают молодую маму так как-то постепенно к тому, что вот вы даете пюре, там вот оно стоит дорого, там в красивой баночке, это польза. И мама думает, я буду кормить вот этой пюрешкой, и это для ребенка То, такая супер польза. То, чтобы я однозначно не стала делать, и, Мгм. собственно говоря, я никогда не делала, я бы не давала вот эти вот пюре с мясом и вот с овощами. Мгм. Потому что Мясо и овощи, да? вот особенно? я знаю, что есть такие, не особенно, а просто есть сочетание мясных, мясное пюре с какими-то овощами. То есть это в одном пюре вы имеете? Да, Не да. однокомпонентное, а уже как бы Да, сложное да, блюдо, да. пюре. Потому что для меня непонятно, каким образом, Это избегая переработка. консервирующих веществ, Да. удается хранить это пюре там несколько месяцев. Без холодильника. Без холодильника, да. да. В этом смысле вот этих вот продуктов я бы однозначно избегала. Собственно говоря, они легко заменяются домашними супами, Да. мясными там, или рыбными, вот, которые точно так же можно пюрировать и давать ребенку.
Может быть, в крайнем случае, наверное, можно, но в крайнем, правда? Не как норма. Ну, скажем так, конечно же, если выбор оставлять ребенка голодным или дать ему вот эту еду, конечно же, надо кормить. Лучше уж дать. Ну да, лучше уж хоть чем-то покормить. Да. Вот. Но если есть выбор между домашним и вот этим вот пюре из магазина, то, конечно же, домашнее. Ты понимаешь, какое ты мясо взял, какие овощи, как они выглядят, сколько они пролежали, в каком они состоянии, да, свежие, не свежие. Вот. Ты знаешь, какую воду ты используешь, какие специи, там, сколько соли, нет ли сахара. Ты все сам контролируешь. Все очень понятно.